Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Смертельное ДТП унесло жизнь байкера из Богатых Сабов. 27-летний водитель мотоцикла «Ямаха» от полученных травм на месте происшествия скончался. Детальнее об аварии расскажет Сирина Васильева. Зерно из Татарстана в Саудовскую Аравию, Иран и Египет. С республики отгружено 5000 тонн ячменя, непосредственно прямой экспорт в Иран. Речные перевозки зерна в республике становятся востребованнее. Почему это направление важно развивать, расскажет Алена Струминская. Наша печать и ее заботы. Самое главное не терять желание позитивно работать и позитивно смотреть на окружающий мир. Как журналисты республики отмечают свой профессиональный праздник, расскажет Дмитрий Аренин. 180 мероприятий, 120 подписанных соглашений и более 20 тысяч участников. Цифры очень серьезные для нас, это новый рубеж. И, конечно, новый вызов с точки зрения организации работы, подготовки и самого проведения мероприятий. Итоги Международного экономического форума «Казань-форум» в репортаже Вероники Гайнудиновой. Начнем выпуск со смертельной аварии, которая произошла сегодня утром в самом центре Казани. Здесь столкнулись иномарка и мотоцикл. В результате погиб 27-летний байкер. Это первая трагедия с участием двухколесного транспорта с начала мотосезона. Как предполагают очевидцы, к столкновению привело серьезное нарушение правил дорожного движения водителем иномарки Nissan. Оба участника опытные, порядка 10 лет за рулем. О деталях происшествия Сирина Васильева. Разорванный почти пополам байк и искореженная иномарка. Жесткая авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Московской и Тази-Гизата. В ДТП оборвалась жизнь 27-летнего мотоциклиста из Богатых Сабов. Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно почти пустой перекресток. Мотоциклист движется прямо по своей полосе. На встречной водитель Ниссана. Автоледи за рулем иномарки начинает поворачивать налево, при этом не пропуская двухколесный транспорт. За рулем была 46-летняя женщина. От удара байкер отлетает на тротуар. 27-летний водитель мотоцикла «Ямаха» от полученных травм на месте происшествия скончался. Удар был настолько сильным, что у мотоцикла отрывается переднее колесо, а у его водителя слетает шлем. Задев столб и забор, он падает на асфальт. Также в результате аварии пострадала прохожая, ей 26 лет. По словам очевидцев, неуправляемый мотоцикл отлетел прямо на нее. Она была госпитализирована. Мотоцикл «Ямаха» выехал на тротуар, где по касательной совершил наезд на девушку-пешехода 1998 года рождения. Госавтоинспекция оформлены необходимые материалы по факту дорожно-транспортного происшествия, которые будут переданы для процессуальной оценки в ГСУ МВД по Республике Татарстан. Сейчас степень вины каждого из участников ДТП будут устанавливать автоинспекторы и следователи МВД. Сегодня в Татарстане зарегистрировано более 14 тысяч единиц мототранспорта. В прошлом году с их участием произошло 63 аварии. Погибли 4 человека, пострадали 69. Основная причина – превышение скорости. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Ремонт моста «Миллениум» в Казани планируют завершить в июле. Тогда же и откроют движение. Это стало известно сегодня во время выездного совещания мэра Ильсура Медшина. Это первый почти за 20 лет капремонт сооружения. До этого меняли только асфальт. В преддверии предстоящего саммита стран БРИКС было решено провести глобальное обновление. Работы начали в апреле. Сейчас идут с опережением графика. И на сегодня выполнено больше половины объема. Ежедневно на мосту задействовано 42 рабочих. Вот видите, какой поток. 50 тысяч автомашин в сутки мы пропускная способность. К сожалению, за 20 лет дорожное покрытие нуждается в ремонте. И в этом году мы делаем не только верхний слой асфальта, но меняем гидроизоляцию моста и меняем нижний, и будет сделан верхний слой. Плюс освещение. С начала речной навигации в Татарстане вырос объем отгрузки зерна. Меньше чем за месяц из нашей республики отправили более 70 тысяч тонн ячменя и пшеницы. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нынешний уровень воды на Волге и имеющийся спрос позволяют оперативно реализовать зерно. Низкие закупочные цены прошлого года оставили в закромах более 1 миллиона тонн урожая. В чем плюсы речной транспортировки и как будут развивать это направление, в репортаже Алены Струминской. На данный момент идет процесс отгрузки ячменя.
Отгружено всего 350 тонн. Из элеваторов по конвейерам зерно подают для выгрузки на баржу. Из Камского устья 2000 тонн ячменя по воде доставят в Астрахань, оттуда во Владикавказ на зерновой перевалочный пункт. Дальше наше зерно уходит за границу, в Египет и Иран. Отгрузка зерна не прекращается ни на минуту. Процесс настолько слаженный, что напоминает часовой механизм. 2000 тонн на эту баржу Триполя погрузят в течение суток, а после начнут работать над новой поставкой. Перед каждой отгрузкой специалисты Центра оценки качества проверяют зерно. Для анализа берут 2 килограмма из общей массы и отправляют в лабораторию. Здесь оно проходит 6 этапов проверки. Это берется для того, чтобы определить безопасность и качество отправляемого зерна. Если все чисто, механически, нет примесей никаких, ни камней, щепня, металлических кусков, нет зараженности насекомыми, полевыми, клещами, то мы даем разрешение на отгрузку этого судна. На хлебоприемном предприятии в Камско-Устинском районе отгружают ячмень и пшеницу. В прошлом году по воде отсюда отправили 70 тысяч тонн зерна в Санкт-Петербург, Астрахань и Пермь. В этом поставки планируют увеличить до 100 тысяч тонн. По сравнению с 2023-м объемы отгрузки зерна водным транспортом в Татарстане выросли почти в 3 раза. У нас в Республике Татарстан отправляются зерновые культуры водным транспортом до портов Новороссийска, это порт Кавказ, до Астрахани, в последующей перевалкой и отправкой этого зерна в такие страны, как Саудовская Аравия, Иран, в страны Африки. О том, что объемы доставки зерна по воде необходимо наращивать, говорил Рустам Минниханов и на Казань-форуме. Он отметил, в Татарстане для этого есть все условия, и природные, и экономические. Кама, Волга, Каспий. Я считаю, что это тоже серьезное подспорье, самый дешевый вид перемещения наших грузов. В Татарстане зерно экспортируют всеми видами транспорта – автомобильным, железнодорожным и водным. На речную транспортировку пока приходится только 20% от общего объема. При этом доставка зерна по воде – самый выгодный вариант, говорят в Минсельхозе. Татарстан имеет очень удобное географическое расположение. По территории Республики Татарстан проходят 2 большие реки. Это Волга и Кама. Поэтому речной транспорт, он априори, как бы скажем так, в период навигации наиболее удобен. Но по своей сути оно и получается экономнее, чем железнодорожный транспорт. Экспортеры обращают свое внимание и с учетом возможности больших объемов экспортировать, обращает свое внимание как раз на речной транспорт. В Минсельхозе отмечают, в прошлые годы из-за резкого обмеления Волги была проблема с заходом судов на причалы. Сейчас на реке уровень воды в норме. Это позволяет своевременно производить загрузку. Алена Струминская, Адель Миндубаев, ТНВ, Камско-Устинский район. Сегодня в Доме правительства подвели итоги 15-го юбилейного международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Он собрал больше 20 тысяч участников из 87 стран. Это новый рубеж для Татарстана, отметили организаторы. Назревают решения о продлении пилотного проекта по исламскому банкингу, отмене визового режима с некоторыми государствами и открытии новых авиарейсов. Вероника Гайнуддинова подробнее. Цифры очень серьезные для нас, это новый рубеж. Главное экономическое событие для Татарстана в этом году стало рекордным. Самые большие делегации из Турции, Малайзии, Киргизии, Афганистана, Арабских Эмиратов. Центральными темами стали финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС, повышение товарооборота, вопросы экспорта и импорта. На Казань-форуме провели 180 мероприятий, подписали 120 соглашений. Были подписаны по линии спорта, например, с клубом водных видов спорта Абу-Даби, по линии культуры, были по линии образования, например, договор о совместной программе по аспирантуре с Ташкентской медицинской академией наш медуниверситет подписал. Также о совместной аспирантуре с медицинским университетом Караганды, например, КФУ с университетом Малайзии подписали. По инновациям много было историй, по информационным технологиям. Например, Иннополис с Астана Хабом, с казахами подписались.
форума Минэкономразвития России рассматривает возможность отмены визового режима с некоторыми странами, Роскачество, внедрение сертификации по стандарту Muslim-Friendly. Госдума предлагает продлить эксперимент по исламскому финансированию и привлечь в проект новые регионы. Катар предложил запустить прямое авиасообщение с Татарстаном. Афганистан открыть свой деловой центр в России. КАМАЗ расширяет свой бизнес в Индонезии. Продолжится и строительство технопарков в других странах. Достигнуты договоренности между Химградом и Агентством развития экономических зон Азербайджанской республики по организации аналогичной работы и с Российско-Таджикским деловым советом. Также планируем, организовывать индустриальные парки на территориях этих стран. На международной выставке Russia Halal Expo представили 77 стендов из 11 стран. Афганистан и Катар уже забронировали площадки на следующий год. Почти 500 компаний представили свою продукцию на Казань Халяль-маркете. Мы привлекли порядка новых 68 компаний, из которых 59 это российские компании из 10 регионов Российской Федерации и 9 зарубежных компаний из 8 стран. За дни проведения ярмарки реализован продукцию на сумму порядка 25 миллионов рублей. Впервые на Казань-форуме прошла выставка недвижимости и строительных технологий. Она вызвала большой интерес многих стран. Застройщики, девелоперов представили свои проекты. Интересные, потому что взаимообмен между застройщиками он очень нужен. Она будет на следующий год тоже, дай бог, на очередном Казань-форуме будет проводиться. Она будет уже более расширенной, потому что мы посмотрели, какие возможности нужно еще применить. Как сообщила Талия Минулина, на прошлой неделе было совершено 8 кибератак на сайт форума. Айтишники выдержали. На работе международного события это не отразилось. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня 21 мая, день официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Более 11 веков назад, в 922 году, наши предки сделали исторический выбор. Он предопределил судьбу татарского народа и оказал влияние на развитие всей мусульманской цивилизации. Сегодня возрожденный Болгар вновь является местом притяжения гостей со всего мира. Изга-Булгаржина служит ярким примером преемственности поколений, приверженности традиционным духовным ценностям. Все это приобретает особое звучание в год семьи, отметил Раис Республики. Он также подчеркнул значимость прошедших Казань-форума, заседания группы России «Исламский мир» и Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, придавших новый импульс межрелигиозному диалогу и международному сотрудничеству. Ассамблея народов Татарстана сегодня отправила гуманитарную помощь для жителей, пострадавших от паводка в Оренбургской области. Национально-культурные автономии сами выступили с такой инициативой и организовали сбор. Питьевая вода, продукты питания, рассчитанные на длительное хранение, предметы личной гигиены, одежда, постельные принадлежности. Это больше 10 тонн вещей, что сейчас необходимо пострадавшим. От Дома дружбы народов фура отправилась еще на 2 точки сбора гумпомощи, дальше уже в Оренбургскую область. Мы всегда так говорим, если с нами так случилось бы, что мы сделали бы. Поэтому мы их прекрасно понимаем, если мы хоть чуть-чуть поможем и облегчить их трудности, мы очень рады будем. Собрали мы очень много воды и вещи для народа, и продукты питания, все, рис, гречки и всякие необходимые. Сами руководители национально-культурных автономий, которые здесь у нас работают, в Татарстане, они душой болеют за нашу страну, за нашу Россию. И когда вот случилась вот эта беда, они сразу откликнулись. Сегодня в Госсовете состоялась традиционная встреча Фарида Мухамедшина с главными редакторами республиканских СМИ. Она приурочена ко Дню татарстанской печати. Свой профессиональный праздник 19 мая многие журналисты встретили на работе, освещая события Казань-форума и Изга-Булгаржина. Итоги года подвели сегодня. Репортаж Дмитрия Аринина. Все так говорят. Вставайте так, чтобы всех видно было. Встреча Фарида Мухамедшина с журналистами прошла в теплой обстановке. Спикер парламента поблагодарил их за труд и отметил, органы госвласти и СМИ нацелены на служение обществу. Главное – атмосфера открытости. Искренне рад вас поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам удачи,
успехов. Сейчас в Татарстане работают около 700 СМИ, и они вещают на разных языках народов республики, активно осваивают новые форматы и технологии. Науки и технологии. Радио тоже развивается в этом плане. Сейчас радио можно не только слушать, но и смотреть. Болгар Радиус в ближайшее время будет показывать свои программы и видеотрансляции в хорошем качестве. Мы закупили HD-камеры. Сейчас в бурном и все возрастающем информационном потоке журналисты должны быть источником только достоверной информации, отметил Фарид Мухамедшин. В сложное для страны время мы выступаем надежным информационным щитом. Вы выступаете, я так скажу. Прошу вас полагаться на проверенную информацию, по возможности помогайте и своим зрителям, читателям, слушателям разобраться в сложном противоречивом медиапотоке. Больше рассказывайте об успехах республики, они есть. Также Фарид Мухамедшин призвал журналистов с большим вниманием отнестись к празднованию 80-летия Победы в следующем году, а в этом активнее освещать события Года семьи. Мне кажется, что до конца объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Год семьи, идущий в этом году, мы как-то, до конца максимально не использовали. И не только конкретный результат увеличения рождаемости детей, конечная цель, которую преследуем, а вообще количество разводов, количество новых браков. Как-то надо инициировать новые проекты. Семья ведь это фундамент общества. К этому надо как-то подходить очень серьезно. Если вы какие-то рубрики сделали в Год семьи, информировали бы население. У населения бы спрашивали, может быть, какие-то предложения. Заинтересованы так, понимаете? И сами участвуйте в рождаемости. Не сочкуйте. Журналистское сообщество активно развивается, преодолевая разные сложности. Это и отток кадров, и уровень заработных плат, и престиж профессии. Отрасль находится в состоянии постоянного недофинансирования. Я считаю, что труд журналиста недооценен. Его нужно оценивать заново. И достаточно существенно. Это актуальная задача для всех руководителей средств массовой информации, в том числе и для нас, как руководителей отрасли. Ясно, конечно, это очень много проблем, сложных вопросов. Но эта жизнь, она не бывает без проблем и без трудностей. Надо не стоять на месте, развиваться, искать пути обновления, перестройки своей работы. И в целом, самое главное, не терять желание позитивно работать и позитивно смотреть на окружающий мир. По традиции лучшим работникам Фарид Мухамедшин вручил благодарности Госсовета. Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Сегодня председателем Союза журналистов Татарстана на новый срок переизбрали Ильшата Аминова. Такое решение приняли делегаты 21-го съезда организации. На встрече присутствовал начальник департамента РАИСа Татарстана по внутренней политике Руслан Мухарлямов. Генеральный директор ТНВ был переизбран единогласно. Перед голосованием Ильшат Аминов выступил с докладом. Он говорил об образовании и профессиональных навыках сотрудников СМИ, внедрении в журналистику искусственного интеллекта и цифровых технологий, развитии блогерства, подготовке и сохранении кадров. Срок полномочий председателя Союза 5 лет. Сегодня Ильшат Аминов обозначил приоритеты в работе. Я не зря в начале своего выступления так подробно говорил о современных тенденциях развития информационного поля. В карете прошлого в будущее мы въехать никак не сможем. Архаичная система средств массовой информации республики нуждается в трансформации, отвечающей задачам сегодняшнего дня. А с ростом влияния цифровых технологий эффективность нашей работы проверяется в один клик. Я абсолютно убежден, что в этом зале собрались лучшие из лучших. Однозначно. И вы лучшие из самых лучших. Лучшие из самых лучших. Ваша работа будет всегда направлена на, прежде всего, достоверное и объективное донесение информации до населения нашей республики. Сегодня объявили победителей республиканского конкурса «Хрустальное перо». В этом году на премию журналистского мастерства претендовали 136 представителей СМИ. Жюри рассмотрело более 1500 работ. Кто стал лучшим, а кто уехал на новенькой «Ладе» Гранта, расскажет Рамиль Шайдулин.
Увидеть столько журналистов в одном месте уже удача. Обычно они на полях, но раз в год СМИ республики собираются на вручении хрустального пера. Успехами делимся и понимаем, что вот наша профессия, она необходима. Десятки редакций, сотни журналистов, география, буквально вся республика. Сегодня тот редкий день, когда все эти люди не на полях, не на совещаниях, не в дороге, не в командировках, а вот в такой торжественной обстановке. Награды такого уровня вручают именно так. Хрустальное перо – главная награда татарстанского масс-медиа. Традиционно ее получают лучшие в профессии. Разрешите поблагодарить вас за работу, за освещение достижений республики в средствах массовой информации разного плана для разных жителей Республики Татарстан, таких особенных, неповторимых, которые ждут от вас всегда информации точной, достоверной. Журналисты, фотографы, видеооператоры, руководители пресс-служб и даже блогеры. В этом году на конкурс поступило 136 заявок. Жюри рассмотрело больше 1500 работ. Важна оценка, важно понять, в каком месте ты находишься и насколько твоя работа конкурентна может быть, да, и вот этот конкурс позволяет оценить себя. А для любого творческого человека самое главное, что? Чтобы его оценили, чтобы его выделили. Потому что каждый творческий человек хочет добиться личного, подчеркиваю, творческого успеха. Мукменов Равиль Рифхатович. В номинации «Лучшие в профессии» хрустальное перо получили журналисты Равиль Мукменов и Айзиля Батырханова. Статуэтки вручил Герой России Расим Баксиков. Геняева Резида Акрамовна, информационный центр Нурлат Информ. Стаж работы в журналистике руководителя Нурлат Информ Резиды Геняевой 37 лет. Ей вручили награду в номинации «За верность журналистике». Я ни раз не покаялась, что выбрала эту специальность. Я ходила на работу как на праздник и хожу как на праздник. И от души работаю. В этой же номинации награду получила наша коллега, редактор дирекции утреннего вещания ТНВ Алсу Асхадуллина. Всю жизнь в журналистике. Отвечает не только за своевременный выпуск программ, но и обучает молодежь. Поздравления сегодня получают как отдельные сотрудники ТНВ, так и весь наш канал. Мы выиграли конкурс в номинации «Мультимедийная редакция». Поздравления победителям! Можно сказать, что холдинг ТНВ сегодня это не только традиционная платформа, которая все давно любимы. Это телеканал ТНВ Планета, Татарстан, Шаян, Болгар Радиусы, да, как мы знаем. Но и полноценное контент-бюро, которое делает видеоматериалы для интернет-ресурсов. Отметили сегодня работу блогеров Расима Хазиева и Ильнара Идрисова. Медиаперсоной года стал президент Академии наук Республики Рифкат Миниханов, а в номинации «Родной язык» наградили руководителя Магнитогорского корпункта ТНВ Гульдар Хафизову. Мы очень старались, чтобы наши телезрители смотрели наши сюжеты с любовью и чтобы ждали наших сюжетов. Гран-при конкурса получил журналист газеты «Ватанан Татарстан» Риман Гелимханов. Кроме заветной статуэтки, ему вручили ключи от новой «Лады Гранта». В профессии ровно полвека. Сегодня не скрывает слез, видя, сколько вокруг молодых коллег. Это вы будущее. Больше никому доверять не можем, только вам. В этом году журналистов оценивали по 11 основным и 3 специальным номинациям. Среди них лучшее освещение года национальных культур и традиций, года педагога и наставника и лучшая редакция СМИ по освещению национальных проектов. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Казань. Химия стала самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ в этом году. Среди татарстанских выпускников ее выбрали почти 2000 ребят, на 321 больше, чем в прошлом году. Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации сегодня рассказал глава Минобра Ильсур Хадиуллин в Доме правительства. Увеличилось и количество тех, кто будет сдавать экзамен по географии и английскому языку. Лидер и профильная, то есть усложненная математика, ее выбрали 52% от общего числа сдающих экзамены. Впервые 3 выпускника не смогли написать итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. Они в этом году не получат аттестат. Одно из нововведений этого года – КИМ и экзаменационные материалы теперь будут передавать в пункты проведения экзамена по интернету. Первый экзамен уже послезавтра, 23 мая. У нас география, литература, химия и по родному языку. По родному языку в этом году заявились 7 человек.
Цветочная выставка открылась сегодня в Москве на ВДНХ. Наша республика представила экспозицию с тюльпанами и татарским орнаментом. На цветочном ковре почти 400 растений. Здесь и алисумы, петунии, бегонии. Каждый символизирует черты Татарстана. Желтые цветы – гостеприимство, зеленые – богатую природу, красные тюльпаны – рождение и возрождение. Концепцию разработал Институт развития Казани. Таким образом, на ВДНХ появились 89 клумб экспозиций со всех регионов страны. Каждый регион, опять же, показывает через свои традиции, через свои особенности, и природные, и технологические, какой их взгляд в будущее. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. Всего доброго.